Время готово. Дан старт борьбе. На татами по очереди 30 спортсменов борются за право представлять Симферополь на республиканских соревнованиях по борьбе на поясах куреш. Этот этап соревнований собрал сильнейших. Выбирают среди мужчин весовой категории от 70 килограммов и выше. У каждого спортсмена за плечами уже немало наград и титулов. Пара спаррингов и первый победитель уже определен. Им стал 20-летний симферополец Джафер Садыков. Весовая категория 90 килограммов. 6 лет занимается греко-римской борьбой и тренирует детей. Куреш, те приемы же, как и в классике, только в поясе. Там броски можно делать, тоже прогибом бросать, завесы. Ну, всякие разные приемы есть, которые в классике есть. Такие же приемы и здесь, в куреше. Этим и нравится, как бы, вид этот. Файзали Примшоев с 15 лет занимается борьбой. Неоднократно участвовал в соревнованиях по курешу. Сегодня он выиграл в весовой категории 80 килограммов. Впереди у него важный этап – подготовка к всекрымским соревнованиям. Главный этап перед серьезными соревнованиями. Будем продолжать дальше готовиться. Соперников будет очень много и борцов более, грубо говоря, хороших. Будем на них готовиться и стараться показать результат. Соревнования проходят при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова по инициативе депутата Госдумы Руслана Бальбека. По итогам отборочного тура в Симферополе уже определено 4 победителя. Все спортсмены, которые сегодня принимали участие, показали высокий уровень. И они будут представлять город Симферополь и наши спортивные клубы на республиканских соревнованиях. Напомним, 19 ноября на стадионе «Локомотив» в Симферополе состоится открытый чемпионат по национальной борьбе «Куреш». Главный приз за победу в титуле «Сильнейший борец Крыма» – автомобиль. Отборочные туры проходят во всех городах и районах полуострова. Айша Шулакова, Мухаммед Несторов, телеканал «Миллет».